Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сходит по вам с ума? Кто этот мужчина? Либо мужчины? Давайте посмотрим, давайте узнаем. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком думать не надо, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какой-то кракен вышел. Возможно, мужчина по зодиаку Рак, а возможно и даже Скорпион. Но опять же, не привязывайтесь, да? Тут именно про эмоциональное состояние человека. Мужчина сходит по вам с ума. А знаете почему? Потому что вы то ли взаимностью не отвечаете на его чувства, то ли он, прям обиду вынашивает, что вы там не стали его искать, возвращать, потеряли к нему интерес, что без него справляетесь, да, и все у вас неплохо, что вы цветете, процветаете, что вы жить начали по-настоящему, а он оказался вам не нужен. Да, поэтому очень похож либо на Рак, либо на Скорпиона. Вот почему-то мне идет, что либо одно, либо другое отыграется. Такие вот люди, да, нерешительные, обидчивые, постоянно в своих этих эмоциях варятся. Вместо того, чтобы что-то делать, да, хорошее, полезное, ценное, либо гадят, либо в обидах сидят. Вот идет мне такое. Вы давно не виделись, либо давно между вами нет общения. Но он как-то ухитряется быть в курсе ваших событий, либо даже как-то подсматривает за вами. Сам себя не выпячивает. Нет, ему это стыдно, да, стыдно. Он такой: я не буду бегать за женщиной. Он такой: нет, не опущусь до этого. А вот типа вы должны за ним бегать, потому что он такой цаца. И еще, девочки, троечка выходит. Все-таки, да, может быть, это какой-то треугольник семейный либо любовный. Да. Сейчас такие семейные треугольники бывают, дай Боже, и не каждый любовный потянет. Да, мамы нынче такие ревнивые пошли, либо там дочки, например, цветочки. Что-то не так. И опять же, этот треугольник, если он есть, тут мужчина виноват, он мог навести порядок, он мог принять решение, он мог действовать, он мог договориться со всеми, и не было бы никакого треугольника. Но он предпочел быть в стороне, и вот ему важно было, да, быть для всех каким-то особенным, любимым, но недостижимым. А теперь он пожинает свои плоды. Обида, что вы за ним не едете, не идете, что его не упрашиваете, не умоляете, что вы научились без него жить, что вы без него прекрасно справляетесь. Вот. Еще, возможно, вы даже с кем-то общаетесь, либо кокетничаете. А это для него это как прям нож в сердце. Ах, как же ему больно. Слушайте, и жалко, и не жалко его. Жалко, что дурачок, а не жалко, что сам все это устроил, и еще и вам, да, неприятности причинил. Сейчас хочу его еще рассмотреть, будет ли он действовать. Будет ли дальше в обидах сидеть, либо начнет действовать. А еще, кстати, у него такой большой рыбий хвост. А рыбий хвост конкретно указывает на то, что мужчина был нечестен, да, либо мужчина мог обманывать. А может, он сам себя обманывает, да, не только вас, но и себя обманывает. Какой-то такой, знаете, персонаж ни уму, ни сердцу. Выглядит, конечно, прекрасно, респектабельно. Такой знаете, прям завидный жених. Но при этом толку от него никакого. Не смог, допустим, развестись, да, и на вас же обижается. Вот он, видите, и хочется, и колется, да, и хочется плыть к вам, но и в то же время перекресток, выбор не может сделать, запутался. Ой, даже если семейный треугольник, что ты с мамой со своей не можешь договориться, ты же уже взрослый мальчик, да, пора жить самостоятельной жизнью. Нет, вот такая цаца на двух стульях сидел и говорит: сидеть буду. А вы плохая, что вы этого не понимаете, мальчика лишаете, да, двойной ласки.
Давайте, что тут у него? Обидели мышку, написали в норку. А он ведь верил, что вы его любовь, что вы его женщина судьбы. Он говорит, я все готов был для нее сделать, а она меня вот так косой, серпом, да, по причинному месту. Бедный я несчастный, я жертва, со мной так нечестно, несправедливо поступили. Я буду молчать о своих чувствах, я буду глотать свою любовь, но никому не скажу, что я люблю и что я страдаю. Ну, не знаю, артист какой-то, наверное, артист. Что... Разве взрослый мужчина может так себя вести? Ну, странно, согласитесь, да, не очень. Так, ну а что у него там по чувствам, по-настоящему, да? Что у него в чувствах по-настоящему к вам? Что в чувствах? Угу. Опять ребенок. То что он ребенка, что ли, у вас просил? Либо мечтала ребеночка с вами родить? Ну, чувства у него есть к вам, однозначно есть, но чувства такие, знаете, вот эгоистические, да? Эгоист. Мужчина эгоист. И мужчина, вот если выбирать между любимой женщиной и собой любимым, он всегда выберет себя. Свой комфорт, свое спокойствие, свое удовольствие, свою радость. Не знаю, девочки, вот хитрый он, хитрый и проблемный. Нужен вам такой? Я сомневаюсь. То, что он сходит с ума, так я же вам объяснила, да, он сходит с ума не от любви, а от того, что ему обидно. Обидно, и вы за ним не бегаете, вы его там не умоляете, в ногах у него не валяетесь. Вот это обидно. Он-то считал, что он мужчина достойный всего этого. А может, он специально довел ситуацию до такого, чтобы увидеть вас рядом со своими ногами, да, коленопреклонной. Может быть. А может быть, он просто по жизни дурачок, и поэтому и сам не знает, что хочет, как собака на сене, и вам жить нормально не давал. Девочки, забывайте его, забывайте. Пусть сидит, страдает, а страдать он будет долго, потому что вы зацепили его эго. Я так понимаю, что вы его просто послали, причем в лоб очень конкретно, так и сказали, иди ты лесом, да, иди к маме, либо иди там к жене, либо к кому, любовнице иди. Вот как-то вы его так послали жестко, такая интонация голоса была, как отрезала, да, как пилой прошлась. И вот это его, конечно, очень обидело. Очень-очень. Он говорит, счастья в жизни нет. А в чем твое счастье? В том, чтобы женщины у тебя у ног валялись? Ну, нет. Такое счастье никому не надо, кроме тебя. Нет, не думайте, забудьте, это испорченный мужик. И там ему уже прям совсем ничего не поможет. Обнять и плакать, да? Крупными слезами. Пусть сходит с ума, пусть что хочет, на голове стоит, я не знаю, там какие-то акробатические этюды делает. Это уже пусть с ним остается. А вы молодец. Вот вас я хочу похвалить, потому что вы с себя такое бремя сбросили. С этим мужчиной не любовь, не счастье, а какая-то мука и страдание. А вы вовремя это все увидели и с себя это бремя сбросили. Это даже не чемодан без ручки. Это похуже будет. Смотрите, сейчас вы красивая, свободная, только лишь жить по-настоящему начинаете. А он пусть лесом идет. И чем дальше, тем лучше. Дальше еще один мужчина показан. Тут мужчина какой-то, вот он делом занят, он работает. Либо коллега на работе, либо вы куда-то ходите, где-то бываете, где этот мужчина работает. Сходит по вам с ума, но немножко по другой причине. У него к вам такая страсть, какой, отродясь, ни к одной женщине у него никогда не было. Он только лишь вас увидит, нет, он только лишь о вас подумает, а у него уже все, понимаете, готов к труду и обороне. Просто ужас какой-то с ним происходит. Он не молодой мужчина, ну, не молодой парень, да, ну, такой, как вы, наверное, чуть постарше. То есть все-таки какой-то уже опыт есть, да, за плечами. И в этом деле интимном он не новичок. Но при этом все равно у него такие реакции, он прям вообще перестает думать, мозг, эррор, да, отказывает. И он очень боится своих реакций на вас. И боится быть опозоренным, боится, что его неправильно поймут, и боится, что коллеги будут криво смотреть, косо на него. Как-то вы вот так зацепили своей сексуальностью, что мужчина вот, теряет самообладание. Сам себя уже боится, всех боится, а вас в первую очередь. Еще мне кажется, что этот мужчина, он как-то странно стал себя вести, когда вы появляетесь. Он может просто, вот вы заходите в кабинет, а он вскочил и выбежал, да?
пулей просто вылетает. Либо вы заходите туда, где он работает, и он как пробка из бутылки вылетает, да, вот бежать и прятаться, потому что он уже себя не контролирует, девочки, не контролирует. Такие сильные эмоции, и вот страшно то, что голова отключается. А он-то человек приличный, он свободен, но он приличный, да. Он очень боится, что его неправильно поймут. Он очень боится, что его, в чем-то таком, знаете, заподозрят, либо, не дай бог, обвинят. Ну нет, это не его, он никогда таким не был. Видите, даже пиковую масть показали. Для него это такой удар, то, что он на вас так реагирует. Сводите с ума. Давайте посмотрим, что это за сексуальное наваждение. Вы что там с мужчинами делаете, девчонки? А? Признавайтесь, может, у вас духи какие-то с феромонами. Может быть, еще что-то, там какие-то обряды проводили на повышение привлекательности, притягательности. Что-то явно не так. Видите, с ума сходит. Не может, больно, девочки, больно, по-настоящему больно. Ой, и смешно, и грешно, но бывает. Так. О, он сам вышел. Слушайте, благородный мужчина, серьезный мужчина, надежный мужчина. Вы посмотрите, какие у него серьезные семейные ценности, да? Вот он семейный, он семейно ориентированный. Для него это самое важное. Он, видите, не постеснялся, даже сам вышел, в отличие от первого мужчины. И мужчина такой, знаете, вот правильной закалки, выдержки правильной. Мужчина, который может сделать вас счастливой на самом-то деле. Счастливой может сделать. Давайте посмотрим, что у него там. Вот оно что. Вы видите, с первой карты сердце вышло. Страсть. Его страсть – это любовь. Вот. Возможно, мужчина впервые влюбился по-настоящему. А когда ты любишь, у тебя там все это замешивается, да, адская смесь получается, химический состав. И он думает, что это все его тянет, потому что страсть, а на самом деле его тянет, потому что любовь к вам. Влюбился, что поделаешь, бывает. Скрывает. Ему непонятно, что он вас любит. Да, он думает, что это так, страсть. Не любил никогда. Не любил. Раньше не любил. А тут вы красивая. О, ничего себе. А ну-ка, что, правда? Вы знаете, вот хотите верьте, хотите нет, вот этот второй, он прям такой серьезный кандидат в мужья. Вот если будет взаимно, девочки, только он замуж вас позовет. Еще и хитро как-то позовет, да, придумает так, чтобы вы не отказались, чтобы вы 100% согласились. Но вы его точно знаете, он есть в ваших глазах. Не раз вы его видели, не раз с ним как-то, может, коммуницировали, может и нет, просто там кивали друг другу, приветствовали. Но вы его точно знаете. Он не может себя сдерживать, когда вы рядом. Он, может робеть, может замыкаться в себе, убегать. Мне почему-то идет, что он прям всегда какой-то повод находит и прям бегом бежит, потому что мозг отключается, да. Вот так он воспринимает вас. Мозг отключается, все, вот там процесс ниже пояса начинается, и он такой: о боже, сейчас опозорюсь, да, либо я на нее накинусь, меня же посадят за это, да, такие мысли у него. Бедненький, да, а это ведь любовь, Влюбился и понять не может, что он вас любит. И, кстати, смотрите, его показали с вашей стороны, с правой стороны. То есть это правильный мужчина на самом деле. А реакция у него, да, это любовь, просто никогда не любил, и поэтому так это все выглядит. Да, страсть на самом деле никогда человеком такое творить не будет. А вот любовь может, запросто может. Да. Один, вот смотрите, эгоист капризный, а второй по-настоящему вас любит. Любит, но еще сам это не осознал до конца. Со страстью путает, но на самом деле это любовь. Но тоже, видите, сходит по вам с ума. Зацепила, задела, влюбила в себя. А смотрите, а вы ведь не хотели. У вас ведь не было таких мыслей. И это, наверное, последнее, о чем бы вы могли подумать, влюбить в себя этого мужчину. Да.
Слушайте, ну думайте, думайте, вы точно знаете, вы его видели, и реакции эти видели. И эти реакции вам казались максимально странными, но вы их никак не связывали с собой. Вот, просто не связывали с собой, вы думали что-то другое, там человеку плохо стало, либо человек такой замкнутый, там, пугливый, трусливый, либо там действительно супер бизи, да, занятой человек. Что-то такое думали. Но на себя вы никак не перетягивали, что типа это из-за вас. Нет, вы так не думали. И я не вижу особого там прям такого дружеского общения, ну, либо просто визуально знаете друг друга, либо вы вместе работаете, как коллеги, там, здороваетесь, да. Вот как-то так мне идет. Бегает, девочки, от вас. Вернее, от своей страсти и любви бегает. Ну, далеко он не убежит, у него все равно дорога в вашу сторону, в правую идет. Что-то явно из этого получится. Вот серьезно вам говорю. Что-то получится. Ну, не зря его показали. И не зря его показали, во-первых, в венце, во-вторых, с вашей правой стороны. С вот этим точно не получится. Да вы его и близко не подпустите. А с вот этим точно что-то может получиться. Главное, чтобы он это как действовать начал, да? Чтобы он перестал от вас бегать и честно вам так и сказал, что все, хочу, не могу, ты для меня огонь. Ну, может быть, и не так, конечно, но как-то приблизительно так. И еще, мои хорошие, как ни странно, здесь показали женщину. Я понимаю, что не у всех эта женщина отыграется, но у кого-то она точно отыграется. Эта женщина, она вам страшно завидует. И она сходит с ума не от вас, а из-за того, что она вам завидует. Завидует. И почему-то еще показывают, что у нее то ли фотография ваша есть, может быть, она скачала с ваших соцсетей, а может быть, она как-то украдкой сделала фотографию там, где вы находитесь. Что-то она делает с этой фотографией. И чем-то колет, и чем-то поливает, и плюет в эту фотографию. Что она только не делала с вашей бедной фотографией. Но у нее нет силы, да, нет силы и нет денег, чтобы отнести к какому-то магу, чтобы на вас какой-то обряд провели. Вот. Ну, просто, понимаете, крайность на крайность, и из-за этого она сходит с ума. Она считает, что из-за вас у нее в жизни, ну, как успеха нет, либо счастья нет, либо счастья и успеха нет. Возможно, вы конкурируете по работе, а может быть, вы конкурируете и в личной жизни, да, потому что кто-то из вас действительно может с кем-то общаться, встречаться, быть в отношениях, в браке быть. Может, и просто с кем-то дружите, а этот мужчина ее не замечает, поэтому она считает, что вы ей солнце затмеваете. Это вы должны знать. Если вы делаете какие-то чистки, обряды, ритуалы, продолжайте. Если у вас есть возможность поставить на себя дополнительную защиту, ставьте. И вот знаете, что есть такая мелкая бедная пакостница, которая вот такие вещи творит с вашими фотографиями. И еще я хочу сказать, что эта женщина любит приложиться к бутылке. Скорее всего, как выпивает, либо пьет. От нее очень часто разит перегаром. И такая, знаете, вот как говорят, ни рожи, ни кожи, да, ни кожи, ни рожи, или как говорят. Абсолютно невзрачная, абсолютно вот что на нее не одень, как на корове седло выглядит, и это уже не исправить. Мне вообще идет, что она сопьется, и, возможно, там эту лисичку повстречают белую, либо еще что-то с ней произойдет. Но явно участь ее печальна. Очень сильно вам завидуют, очень-очень сильно. И если вы что-то будете наблюдать, например, там, где ваше рабочее место, либо там, где вы живете, какие-то потеки, какую-то землю, там еще что-то, это все она делает, все приносит, все пытается порчу на вас сделать, а ничего не получается. Ну и не получится на самом деле, не получится. Но все равно лучше дополнительно себя защитить. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.